На этих кадрах оперативной съемки Василий Павленко рассказывает, как убивал Алексея Дашанова, Надежду Гафурову и Наталью Пляцину. Страшный случай произошел прошлым летом. В ходе следствия выяснилось, жертвы оказались случайными. По словам стороны обвинения, роковую роль сыграл алкоголь. Более того, он своими жертвами ранее не знаком. Эта случайная встреча по роковому стечению обстоятельств произошло, когда отдыхали две компании. Одна компания, где находился подсудимый Павленко, другая вот жертвы. Сейчас жуткую историю тройного хладнокровного убийства в Ленске знает каждый. Следствие полностью восстановило действия Василия Павленко в ту роковую ночь. Злоумышленник в компании знакомых приехал на берег реки Нюя в Ленском районе Республики Саха-Якутия. Там они распивали спиртные напитки, и ночью он пошел прогуляться по берегу, где увидел мужчину и женщину. После возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений подсудимый нанес мужчине 16 ударов ножом, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. Затем подсудимый несколько раз ударил женщину, столкнул ее в воду и утопил, наступив ногой на голову. После этого преступник пришел на участок, где внутри автомашин и палаток спали другие участники компании потерпевших. Там он похитил спиннинг. В поисках ценных вещей он подошел к автомашине, в которой спали две молодые женщины. Во время осмотра им автомашины одна из них проснулась, и он нанес ей 2 смертельных удара ножом. После преступления Василий Павленко инсценировал суицид и ударился в бега. В результате следственных мероприятий он был задержан и помещен под стражу. В зале суда убийца попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Результат – 22 года строгого режима с ограничением свободы на 2 года и штраф 10 тысяч рублей. Считаю, что наказание по приговору заслуженное. В общей сложности срок 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Это справедливое наказание. Обжаловать данный приговор с нашей стороны мы не будем. А вот сторона защиты сдаваться не собирается и утверждает, что точка в одном из самых громких за последние годы уголовных дел Якутии еще не поставлена. Адвокаты Василия Павленко заявили, что будут обжаловать приговор Верховного суда Якутии в установленном законом порядке. Тогда дело будет пересмотрено в вышестоящих судебных органах. В чью сторону окончательно склонится чаша весов Фемиды, станет ясно в ближайшее время. Дмитрий Макаров, Максим Бурцев при поддержке ТРК «Алмазный край». Вести, Якутия.